при размещении объектов любого назначения в центральной части города нужно заключение урбан-проекта. Только после этого собственник или желающий приобрести какой-то участок и так далее, имеет право заказать проектно-сметную документацию, перед этим взять градостроительный сертификат, а потом получить разрешение на строительство. Если нет согласования с урбан-проектом, любое строительство считается незаконным, что у нас произошло с пристройкой к гостинице. Значит, был запрос в урбан-проект, был получен ответ, что согласования не было, и шум поднялся, причем в самом центре города, и он будет шуметь до тех пор, пока там не будет принято какое-то решение. Это решение должна принять примария. Так, кто дал разрешение и, соответственно, оформила другие документы. Решения на строительство нет. Предлагалось, чтобы обе стороны встретились, нашли взаимоприемлемое решение, но до настоящего времени нам предложения одной и второй стороны не поступили, и вопрос остается открытым. Он будет рассматриваться в очередной раз на заседании Совета. Примария является официальным органом власти, она не должна руководствоваться интересами обоих сторон. И есть закон, сказал Петр Георгиевич, урбан-проект должен эти моменты регулировать. И одна, и вторая сторона в итоге может быть заинтересованы. А жители города Камната не должны руководствоваться интересами одной и второй стороны. И есть генеральный план. Этот генеральный план должен соответствовать всем требованиям и всем потребностям жителей города Камната. У нас есть люди в городе, которые всегда мешали что-то делать. Сами ничего не делают. Ни копейки не вложили, ни копейки не помогли людям, ни в чем, не нуждаемся, ничего. Одна болтовня. Мне лично эта стройка 100 лет не нужна. Если сейчас кто-то возьмется сделать ее, пусть берется, я только переключусь, пусть только Гагаускоп даст разрешение. Она мне не нужна и не нужна была. Вопрос только в чем? 2 года назад или 3 мы заключили с Гагаускопом договор, что он освобождает этот бар, я его валю, на его месте даю им полуподвальное помещение, сверху моя строит. Уже год как человек освободил этот бар, порвал внутри все, электричество, стенки, все. С тем расчетом, что у меня есть разрешение на строительство, оно у меня есть 2 года назад. У вас разрешение на проектирование? Значит, я вам говорю сейчас, я документы не буду сейчас предлагать, потому что я написал в прокуратуру запрос. Но сейчас представители власти говорят, что нет, я не знаю. Выслушайте меня до конца. Прокуратура дала мне ответ, что я законным путем имею право строить. Свет желания строить, поверьте, это последний объект, который я вообще делал в Гагаузии. Знаете почему? Мне надоело бороться с ветрами, которые здесь дуют со всех сторон, и с болтологией, которая здесь существует. На сегодняшний день у меня есть разрешение на строительство, взято у секретаря, моим бухгалтером, я даже не был и не знаю, кто там. Секретарь совета дал разрешение на строительство моему бухгалтеру. Нету подписи секретаря. Это ее проблема. Есть там, я не смотрел, там есть подписи или нет. Там есть подпись председателя совета. Если здесь советник говорит, что решение... Вы можете меня дослушать? Ну как, что слушать? Дослушать. Ну, А я потом думаю, будете высказываться. мы слушали здесь советника. Так вот, и вы слушаете, что я говорю сейчас, потом будете слушать, если надо, еще раз советника. У меня есть документ на руках, решение совета, что я имею право на строительство. Почему? Это продление было фактически, не решение. Вот официальное письмо от секретаря муниципального совета Анны Сиренко. Значит, вопрос ставился на голосование о выдаче разрешения ООО «Транском АГ», разрешения на строительство одноэтажного торгового центра с подвальным помещением в муниципе Камрат, улица Победы, 107, на собственном земельном участке. Голосовали за предложение 7 советников, решение не принято. Присутствовало 19 советников. О каком решении вы говорите, если заседание совета было, вот они дали... У меня есть решение, это последнее ваше заседание, а у меня было решение за 8-е, по-моему, я не помню, какое число. Ну, я думаю, что надо верить тому, что вот... А вы верите мне, что ли? Документы официальные. Иван, вы если хотите, я вам сейчас пришлю бухгалтера, и вам принесет то решение. Значит, Сейчас принесет. Потому что мне не нужно на головная боль, стройку, которую я не хочу строить, внутренне, морально, физически.
Не хочу строить. Мне ее надо строить, мне еще нарушать что-то надо. Господин Вальков, здесь представители городской власти, как представитель примарии, так и представитель совета. В один голос говорят о том, что разрешения на строительство нет. А я вам говорю, что есть. Так что же вы не взяли его с собой? Секретаря совета Оно было, подписи в нет. настоящий момент нет. Оно раньше было. Секретаря Он совета работал подписи с нет. этим разрешением. В настоящий Ну, не момент проблема. нет у него разрешения. Я хотел бы добавить. К сожалению, у нас в муниципе так поставлена работа, когда такие важные объекты в городе строятся, у нас дают разрешение на проектирование и строительство. Как можно нарушать закон, и не зная, что будут проектировать, мы уже даем разрешение на строительство. Петр Георгиевич, вы как специалист в области градостроительства, разъясните, пожалуйста. Что выдает примарий в какой очередности? Ну, это уже вы разберитесь, наверное, на месте. Я же не могу влиять на вынесение решения советом. Законно или незаконно, я не могу давать такие заключения, это не мои компетенции.